Шумбрачи вечки сванцят. Минь пару мельсы полаттано кортатамо мокшек скортатано эрзякс проектант. Ушо сон чадыков, да тековстон чипаясь эжди седияк лембесте. Эскельксен эскельк стундой симник йонгсо, де окойники невцы эспрянзо. Тундонь самон тень алта змельстуйте мастер-класс. Конань анокстазе сараношонь кем готовите школань эрзянь келентонавтытесь Елена Васильевна Пиянзина. Вантано вейсе. Шумбрата да Эйкакш. Шумбрата да Елена Васильевна. Позаду. Эйкакш. Раду кевсти маланс. Куда тун немет? Мон Лемин Саша. Куда тун немет? Мон Лемин Влад. Куда тун немет? Мон Лемин Саша. Зяру тунет. Мон Капсу им. Привините тільки созак. Навін. Зяру тунет. Мон Капсу им. Зяру тунет. Софья. Мон Вейксе им. Бодря Софья. А Марина, а куда мы классу Тонтонов нет? Мон Амбунти класса. Монтонов нет? Мон Тонет Амбунти класса. Бодря. Максим, куда мы классу Тонов нет? Мон Тонет Амбунти класса. Бодря. Миша, а Тон куда мы классу Тонов нет? Монтонов нет Амбунти класса. Бодря. Эй, как что? Ёвтун Мунень, а косутун Эря тогда? Никита, косутун Эря. Мон Эрет. Озак, Арсик, Ксюша, косутун Эря. Мон Эрен Саранск Ошса. Бодря, привет, интересно. Вероника, а Тон косуря? Мон Эрен Саранск Ошса. Бодря. Эй, как что? Ведь стясыник мельс, мармутник лемес. Максим, листоскас. Ёвтык, кода лемеза те наруни. Голубь – это гулька. Гулька. Бодря, Озак. Дима, листоскас. Ёвтык, кода лемеза те наруни. Снегирь – это тынгаль. Бодря. Приведите вернись, Озак. Настя, не так доскас. Кода лемезете нармунить, Настя. Кода лемезете нармунить. Ну, как это птица? Какая это птица? По-русски, что за эта птица? Ворона. А как эта птица называется на эрзянском языке? Варака. Выберем. Бодря. Озак. Егор. Куда те нармунить лемезы? Синица – это пижеозяс. Чепижи озяс. Молодец, Озак. Никита. Лиздоскас. Куда те нармунить лемезы? Снегирь называется тынгаль. Бодря. Озак. Алина. Те, куда мы нармунись? Птица называется... Ну, какая это птица? Как называется она по-русски? Какая это? Воробей. А как звучит эта птица на эрзянском языке? Озяс. Озяс, умничка. Озак, Алина. Саша, листоскас. Пижеозяс. Пижеозяс. Это синица, да, Саша? Бодря. Бодря, Саша. Озак. Озак. Саша. Листоскас. Это что за птица? Куда тебе нармунить лемеза? Это сорока. А по-эрзянски? А по-рязански это Сизяка. Бодря, Саша. Поиграем в игру. Игра называется «Найди домик». Перед вами название
диких и домашних животных на эрзианском языке. Вы для каждого животного должны будете найти свой дом, расселить по месту обитания. Диких, пожалуйста, расселите в лес, а домашних – во двор. Нарин, это досказ. Лошадь. Лошадь живет во дворе. Рассели. Смотри, Озак. Вероника. Есть досказ. Ой, белка. Где живет белка? В лесу. В лесу, видишь, серия, урус. Вот так, да? Озак. Даша. Есть досказ. Корова, да? Домашняя. Живет во дворе. Данил. Есть досказ. Какое животное? Что это за животное? Домашняя. Что домашнее? Это? Домашняя. Ну какой? А как называется по-русски? Кудунумала. Дима, помоги, пожалуйста, перевести это Кудунумала зачем? это кролик. Это кролик, да. Вот ты переводишь правильно, домашний заяц, да, дословный перевод будет. Молодец, Лоза. Вероника, есть досказ. Ох, ты это медведь. Так, где живет медведь? В лесу. В лесу. России. Смотри. Миша, есть досказ. Тума, свинья. Где живет? Ксюша, есть досказ. Лис. Это лиса. Живет в лесу. Хорошо. Россия. Привет, Катерина, Озак. Так, Артур, пойдем. Еще какие наши животные остались? Реви. Это коза. Реви – это коза. Арина, ты согласна с ней? Нет, я не согласна. Это лошадь. Реви – это лошадь. А кто думает иначе? Костя, как думает? Это овца. Это овца, да? Где живет овца? Овца живет во дворе. Во дворе. Во дворе. Озак. Антон, есть досказ. Верькис. Что это такое? Веркис – это как переводится? Это животное на русский язык. Подскажи, Нарин. Волк. Волк. Где живет волк? В лесу. В лесу. Хорошо. В лесу. Ребята, о чем мы будем с вами говорить сегодня на уроке, вы узнаете, выполнив следующее задание. Итак, вам нужно, ребята, расставить название чисел на эрзианском языке под их численные обозначения. Итак, Никитин, Дима, пойдем к доске. Есть доска, Дима. И любое число берешь и говоришь, а как это число? Верите. Вейки, это что такое по-русски? Что за число? 1. Пожалуйста, вот под эту циферку. Вейки, Озак, подряд. Миша. Ветер. Ветя, что за число? 5. Под пятерку перенеси. Озак. Саша. Это 2. Как-то это два. Подряд. Привет. Подряд. Софья. Есть доска. Это 3. Комната. Где, Софья? Умничка. Артур, есть доска? Нет, это 4. Перенеси, Артур. Молодец, Артур. Оза. Итак, на зеленом фоне у нас получилось какое-то слово. Андрей, плавный баллончик. Получилось слово тундра. Андрей, а ты можешь это слово перевести на русский язык? Можешь? Немножко затрудняешься. Максим, помоги.
Тунду – это весна. Тунду – это весна. Это слово мы с вами изучили. Итак, значит, сегодня на уроке мы с вами будем говорить о весне. Его признаках. Ребята, прослушайте, пожалуйста, стихотворение на эрзянском языке, которое называется «Тундонь Само». Это стихотворение написала Татьяна Волоснова. «Тундось сась, ловось соламу кармась, эйнть алдо менит лейтня, пургондыть ашоки лейтня, и сюротня авардить, курок пингес прядовить, курок нармутни аксыть, морост мораму кормить». Ребята, посмотрите, пожалуйста, на текст этого стихотворения. Посмотрите и найдите мне, пожалуйста, из этого стихотворения слова, которые вы можете переводить. Никита, какое слово для тебя известно? Ашу белый. Ашу белый, умничка. Влад, Курок скоро. молодец. Костя, Тунда – весна. хорошо. Саша, Ловось – это снег. молодец. Пожалуйста. Сась, приходись. Молодец. Еще какое-то слово здесь можете перевести? Нет, больше ваших рук не вижу. Значит, все слова, которые мы с вами ранее изучили, вы перевели. Итак, ребята, в этом стихотворении есть, не все слова вы можете перевести, но в этом стихотворении есть те слова, с которыми мы сегодня познакомимся с вами на уроках. Соламс. На русский язык это слово переводится «таять». Соламс. Повторите это слово за мной. Да. Здесь также в этом стихотворении встречается слово «эйсюро» – «сосулька». Повторите это слово. Хорошо. Также в этом стихотворении у нас встречается слово «пургонданс» – «распускаться». Повторите слово за мной. «Пургонданс». Распускаться. Хорошо. Вот эти слова мы с вами запомним. Ребята, а теперь назовите мне из этого стихотворения те весенние признаки, о которых вы узнали из этого стихотворения. О каких весенних признаках говорится в этом стихотворении? Нарин? Распускаться. А что распускается весной? Цветы. Ну, сначала перед тем, как цветы, распускаются у нас на деревьях почки. Это весенний признак распускания почек. Еще какой весенний признак вы увидели в этом стихотворении? Сосульки тают. Молодец. Таяние сосулек. Ксюша, еще? Весна приходит. А каким образом, с помощью каких признаков мы об этом узнаем, что весна приходит? О каких признаках вот в этом стихотворении нам говорится? Ну, давайте, ребята, вы не совсем все поняли из этого стихотворения. Вот так, Ксюша, давайте мы с вами переведем это стихотворение на русский язык. Послушайте, как звучит перевод этого стихотворения на русском языке. Итак, «Приход весны» называется стихотворение. Весна пришла, начал таять снег. Этот признак вы даже на эрзянском языке его узнали, потому что мы эти слова с вами изучили. Ото льда освобождаются реки, распускаются белые березы, сосульки плачут. Скоро закончится их век, скоро птицы прилетят и будут петь свои песни. Итак, посмотрите, пожалуйста, еще, о каких весенних признаках еще говорится в этом стихотворении. Например, распускание почек, таяние сосулек, еще, Егор, Что начал таять снег. уже назвали, и еще. Ото льда реки освобождаются. Да, совершенно верно, и лед тает, и ото льда освобождаются реки. Еще птицы прилетели. Да, скоро птицы прилетят, или уже некоторые прилетели. Костя, еще какие весенние признаки? Сосульки тают. Сосульки тают. Хорошо. Ребята, а кроме тех весенних признаков, о которых описано в этом стихотворении, вы еще какие-то весенние признаки знаете? Можете назвать, Никита? Начинает таять снег, что на деревьях листки распускаются. Мгм, хорошо. А что с днем происходит, ночью? Что происходит? Что дальше? Становится длинным. День становится длиннее, а ночи короче. Молодцы, ребята. Итак, ребята, мы с некоторыми словами с вами познакомились на этом уроке. И еще с некоторыми познакомимся. С помощью этих слов, с которыми мы сейчас познакомимся, мы будем с вами учиться
говорить весенние признаки на эрзианском языке. Итак, слово, с которым мы еще познакомимся, это слово «ручей». Чудикекс. Повторить слово за мной. Чудикекс. Слово «течь». Чудемс. Чудес. У нас получится целая фраза. Текут ручьи, да? Чудикексно. Далее, еще мы с вами познакомимся со словом «греть». Эждемс. Эждемс. Эйкаш. Панжинг валксный, сёрмадын тозонь одвалтный. Ребята, в словарик записываем наши новые слова, которые вы видите на экране. Предлагаю вам составить текст о весенних признаках с помощью слов, которые мы изучили сейчас с вами, а также слов, которые мы с вами изучили несколько ранее. Итак, вы видите перед вами текст. Часть слов из них на русском языке. Найдите, пожалуйста, перевод этих слов. Он представлен здесь. И верните на место, чтобы весь текст был на эрзианском языке. Антон, Влад, как досказ? Итак, начнем с первого предложения. Сайс, вот весна. Весна это что за слово? Тундом. Перенесем перевод этого слова на место. Итак, получилось у нас какое предложение? Сосюн. Можешь перевести его на русский язык? Пришла весна. Молодец. Данил. Следующее слово у нас. Теплый, да? Слово теплый по-русски. Нужно найти нам перевод этого слова. Это из этих слов. Какое слово соответствует этому? Так. Саша, помоги, пожалуйста. Какое слово нужно? Теплый, это какое слово по-эрзиански? Лов. Лов. Да, ты тоже думаешь, что лов? Нарин, а ты как считаешь? Лембе. Перенеси, пожалуйста, слово лембе, потому что тепло, теплый на эрзианском языке звучит так. Да, прочитай предложение, которое у тебя получилось. Пуви. Пуви. По-эрзиански читай. Пуви. Лемби. Варни. Угу. Кто может, ребята, перевести все предложение на русский язык? Саша, пожалуйста. Дует теплый ветер. Умничка дальше. Ой, Саша. Вероника. Итак, досказ. Итак, следующее слово, которое нам нужно перевести, это солнце, да? Какое слово соответствует солнцу переводу этого слова? Чипай. Перевести. Ловник. Маниста. Чипай. Моденс. Ланс. Ланкс. Ясно смотрит солнце на землю, да? Но не все слова мы здесь с вами изучили, поэтому вам немножко трудновато. Молодцы, все равно. Андрюша, пойдем сюда. Солод. Нет, соло у нас есть, а слово снег нужно тебе перевести. Снег – это лов. Угу. Перевести. Так, ты сказал лов. Вы перевели, да? Лов. Угу. Тает снег. Умничка. Настя.
слово нам нужно перевести? Сосульки. Слово, с которым мы познакомились сегодня на уроке. Можно воспользоваться пока словарем. Мы еще не совсем закончили. Это чудики, сосульки. Посмотрите в словарь. Миша, подскажи, пожалуйста, Насте. Сосульки – это эйсюро. Эйсюро, да, это новое слово. Настя еще не успела запомнить. Теперь запомнишь, да, Настя? Ребята, вот на это слово внимательно еще посмотрите, пожалуйста. И посмотрите, это слово сложное. Какое слово, изученное нами ранее, встречается в этом слове? Максим. Чудики. Нет. Я и говорю про эйсюро. Настя забыла прочитать предложение. Максим, прочитай, пожалуйста, какое предложение у нас получилось. Лату черева еще. Ты понял, о чем говорится в этом предложении? Кто понял, о чем говорится, Никита? Влад? Тают сосульки. Да, лату прямо это слово не знаем. С крыш свисают сосульки. Вот о чем говорится в этом предложении. Софья, пойдем. Итак, досказ. Ручьи. Чудики, Эрикс. Чудики, Эрикс. Итак, что? Чудики, Эрикс, да, получилось предложение? Текут? Умничка, Софья, Узак. Так, и последнее слово, которое нам нужно, Миша, перевести. Переведи, пожалуйста. Нармус. Нармус. Птицы, да, это птицы. Угу. Так, прочитай предложение, которое у нас получилось. Куру. Куру клембе масторосто сыть нармус. Понял, о чем говорится в этом предложении? Кто понял, пожалуйста? Скоро прилетят птицы. Из теплых стран. Лембе масторство сыть нармус. Подряд. И как же? Оймсетана. Оймсетана. Лату яса эйсюро. Ка. Мода ланса чудики. Жой. Тесе, тосо, пургундакс. Пепа. Озаду. Ребята, сейчас давайте-ка мы с вами повторим слова, с которыми мы с вами познакомились сегодня на уроке. Вы должны будете слова составить из букв. Досказ, Никита, досказ есть? Вам нужно перевести слово «ручей», слово, с которым мы познакомились сегодня на уроке. Составь из этих букв. Какое слово будешь составлять? Ручей. Да, а как будет звучит это слово? Чудики. Составляй. Чудики, Эрикс. Имя чуди. Керикс. Получилось? Слово получилось. Чуди керикс. Озак, умничка, молодец. Так, следующее слово составит. Это слово нужно нам сколько составить. Андрюша, есть рассказ? Как звучит сосулька на рисунке? Эйсю. Составь. Эйсю. Эйсю. Молодец, Оза. Дальше идем. Составляем слово греть. С этим словом мы познакомились на уроке. Костя, не так рассказ? Греть. Так, греть. Как будет греть на рязанском языке, Костя? Эжденс. Составляй. Эжденс. Так. Эжденс, да? Костя, внимательнее будь. Эж.
Режьте. Посмотри, внимательно посмотри на слово, которое ты составил. Что тебе получилось? Молодец. Леви не твердилась. Подряд. Так, следующее слово. Софья. Если на Софья. Ютак доска, Софья. Следующее слово нам нужно перевести слово «таять». Как будет слово «таять», Софья? Что будешь составлять? Софья еще не совсем запомнила это слово. Подскажи, пожалуйста, Егор. Какое слово? Тает. Соланс. Угу, составляй. Соланс. Ну, просто в другую сторону. Можно перевести. Им здесь не нужно. Какое слово у тебя получилось? Соланс. Вот, правильное слово у тебя получилось. Следующее слово. Распускаться. Данил, Ютак доска. Распускаться как? Как это слово будет звучать? Распускаться. Подскажи, пожалуйста, Дима. Забыла уже. Распускаться это пурган. Пургонданс. Длинное слово. Составляй, пожалуйста. Много букв в этом слове. Пургонданс. Дима, молодец. Пургонданс. Сначала посмотри внимательно. Сколько ли буковки на месте? Нет. Пургонданс, да? Все получилось. Озак, подряд. Ребята, что нового вы узнали сегодня на уроке? Никита, что ты нового узнал? Я узнал новые слова. Какие? Ручей, Так. чечек, сосулики. Очень много новых слов на эрзянском языке. Что вам понравилось делать на этом уроке? Миша, Мне понравилось работать с доской. доской. Тебе что понравилось делать на этом Всё уроке? понравилось. Все понравилось. Данил, тебе что Мне понравилось всё делать на этом уроке? Эй, как что? Урокусь, рядовсь. Если не все прям, вас умазанок. Вечки викс ялгат. Вана прядуськак эрзянкелен мастер-классусь кона алтазель тундонь самонтень. Арсян тынк содамочинк седьяк келейгатсть. Сюконя тану Елена Васильевна нинь, да курук мольтяно инжекс лия тонавтыцятнинень конат гайкстасть миник редакция. Ялгат бутитынк улимелинк йотамс арсима, гайнев деде, комснилие ведь геминилие комсвейксе, комснилие ведь гемин колму комсвейксе телефон коряс, или сёрмадоду электронный почтас, конанесынк экрансто. Весь видео не путают Мордовия ГТРКань официальный сайт. Тынк марто ульнись Александр Данильчев. От вас Томас. Корта до тирень кельсе.